Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, подписчики! Здравствуйте, случайные гости, зашедшие на мой канал! Сегодня у нас последний день июля, жаркого июля, как говорится, знойного жаркого июля. Это, конечно, шутка. Июль наш, как и июнь, очень холодный, дождливый. Но это ладно, отошли от темы. Сегодня у нас распаковка посылки. И по традиции мы ее будем распаковывать в нашем сельском музее. Посылка эта от блогера, от моего подписчика, от очень хорошего человека. Это Сергей Башко. Он с Донбасса. И прежде чем смотреть дальше ролик, я бы порекомендовал вам выключить этот ролик сейчас и посмотреть тот ролик, который в описании я скину ссылочку, как он упаковывал эту посылочку. Это было интересно. Я, как обычно, смотрел его ролик. Он начал издалека, что он приготовил посылку, тудым-сюдым. И потом, когда вот прозвучала, сейчас я вам покажу, когда вот прозвучала вот эта фраза, слушайте внимательно. Сейчас загрузим. Геннадий, не обессудь, собрал то, что смог нарыть у себя в рыбацком ящике. Вот когда вот прозвучала вот эта фраза, у меня, конечно, от удивления широко открылся рот, и дальше я смотрел просто как завороженный. И для меня это было, очень и очень приятно, конечно. И сейчас мы будем смотреть то, что Серега мне отправил с Донбасса. Человек с Донбасса, человек вот такой. Рекомендую подписаться на его канал. Он мало того, что рыбак, он еще и мастер на все руки. Все делает своими руками, снасти. Короче, приступаем. Если посмотрите сначала мой, то обязательно посмотрите тот ролик, где он это все упаковывал. Поехали. Приступаем к самому приятному. Посылка эта шла, как сказать, очень долго. Сначала до райцентра, но так как я в деревне, потом эту посылку получил через время, получается. И вот, наконец-то мы приступаем к самому интересному. Вот эта вот посылочка, я ее узнаю. Эта коробочка была в ролике Сергея. Так, пакетик пригодится. Ну что, приступаем. Так, что здесь мы видим? Мы здесь видим, так, это простой целлофан, дальше, чтобы это все, так, вот эти шарики, кук, плавающая насадка для фидера, лещ, плотва, карась, карп. Плотва у нас есть, карась у нас есть, но золотистый северный карась, он на удочку не клюет. Хотя можно и попробовать на эту приманку. Но у нас есть рыба язь, которая, я так думаю, будет клевать. И мы в скором времени попробуем это. Приманка кук. Идем дальше. Знаменитые пыздрики. Летом окунь спиннинг, зимой окунь, хариус. Надеюсь. Мы тоже надеемся, что на эти пыздрики наш хариус будет клевать. Пока распаковывать не буду. Или давайте распакуем, что? Чтобы все видели, что здесь, что за пыздрики нам Серега послал. Хотел распаковать это все на речке, но ладно. Знаменитые пыздрики от Сереги. Так, не порвать бы ничего. Так, вот они, наши знаменитые пыздрики. Вот. 5 штук разных калибров. Но я так думаю, да. На такое, я вам скажу честно, я еще не рыбачил. Так что все это мы будем пробовать. И я тоже думаю, что хариус от таких пыздриков навряд ли откажется. Клевать он будет. Так, идем дальше.
Плавающая приманка. Хорватское яйцо. Крючок кацмакацу. Можно подсаживать. И виброхвост. Проводка Twitch. Открываем. Ну, заодно и почитаем украинские газеты. Так. Опа-на. Вот это яичко. Хорватское яйцо. Это, наверное, было так, да? Ага. Типа поппера я тоже вижу такое впервые, но попробуем. Обязательно, Серега, мы это попробуем. Вот такое вот хорватское яичко. Идем дальше. Легенда Атом. Блесна на окуне. Открываем. Атом. Серега, ты отправил такие снасти, которые я даже и не видел раньше, честное слово. Вот она, эта блесна. Так она не только, я так думаю, окуня. Ее будет также и хватать и язь, и щука, и все что угодно. Вот такие вот две блесны. Если честно сказать, я на колебалке рыбачил, блесна были, но на такое точно не пробовал. Так что мы обязательно попробуем. Блесна Атом. Это мы обратно все сделаем как было, чтобы не перепутать. Крючки для продольников. Серега, когда это все упаковывал, я это все внимательно смотрел. Он показывал коробки, что в коробках он не показывал. Так что, Миша, интрига была полная. Как бы он, наоборот, меня только подзадорил. Он говорит, что там есть, а что? Только стоит догадываться. Я с нетерпением ждал эту посылку, чтобы это все увидеть своими глазами. Крючки, я вам скажу, друзья, самое то. Не крупные, не мелкие. Самые то. У меня есть похожие, но они потоньше. Эти как раз вот, сам крючок потолще. Они будут как раз в тему. Я сделаю из них отдельные продольнички. Не буду даже перемешивать. Они будут у меня отдельно по 5 крючков продольнички. Так что у меня сколько здесь штук? Не знаю, я не считал. Штук 20 есть точно, я вижу. Так что, если не больше, не 25 даже. 4-5 продольничков я сделаю именно с этих крючков. Так, вот эти такие вот крючочки у нас. Так, вот лучше делаем. Так лучше видно. Поехали дальше. Копии брендов. Лил сам. Окунь, щука, судак. Я вам говорю, Серега мастер. Руки растут у него оттуда, откуда надо. Если я рыбачить еще как-то да как-то умею, то делать вот такие вещи по-любому у меня не получится. Это самодельные. У меня как-то я видел, как это делается. Формы заливают резиной туда-сюда. В интернете, в ютубе смотрел. Но я даже не буду пытаться, потому что у меня это навряд ли получится. А вот Сереги на самоделке мы обязательно попробуем. Вот такие вот самодельные самолейки. Поехали дальше. Копии рака компании Crazy Fish. Lil Sun. Опять же, самодельные копии рака. Все доставать не буду. Вот такие вот рачки. Мы, конечно же, их будем пробовать. Они разные все, вон. Всякие разные. Вот такие вот. Ну ладно, давай достанем, так все достанем. Потом это все обратно упакуем. Вот такие вот рачки у нас. Рачки.
Поехали дальше. Они еще и пахнут. Пахнут, знаете, чем пахнет? Креветками пахнет, вареными, вот чем пахнет. Так что я думаю, они еще и съедобные, так что рыба навряд ли устоит. Ларва или лярва, как правильно не знаю, 3 джайма, 100% копия приманки от чемпиона Украины Юрия Петраша. Лил сам. Опять же самоделка. Вот такая вот самоделка от Сереги. О, у нас похожее что-то есть. Это похоже на личинку стрекозы. Так, это на темном надо, потому что светло вот так вот сделаем. У нас вот она, личинка стрекозы, есть. Когда я спарываю желудки и хариусы, вот они, правда, чуть-чуть поменьше, вот так наполовину где-то. Но вот таких вот огромное количество в желудке у хариуса. Так что вполне возможно, что эту приманку хариус также будет пробовать. Наш хариус. Знаменитые пыздрюнчики от автора. Автор Сергей Башко. Смотрим. Если это были пыздрики, это пыздрюнчики. Опа-на. А вот это пыздрюнчики, друзья, я вам скажу. Одна даже уже с маленькой свинцовой дробью, как бы утяжелять. Вот эти пиздрюнчики. Я так думаю, зимой на хариуса они пойдут 100%. Я их летом даже, думаю, ставить не буду, чтобы не потерять. Это чисто я сохраню для зимы и буду пробовать на лесных речках на хариусы. Я так думаю, работать они будут 100%. Так что это у нас останется для зимней рыбалки. Едем дальше. Любимые мормышки от души. Сейчас мы глянем, Серега, твои любимые мормышки. Вот. Так, вот одна похожая есть у меня такая же, но только золотистого цвета. Хариус на нее клюет тоже. Ну а все остальное мы будем пробовать. Мы будем пробовать опять же. Ой, я сам любую смотрю, а вам-то не показываю. Короче, вот такие вот любимые мормышки от Сереги. Блин, да что такое? Надеюсь, видно, да? Что такое? Вот так вот. Здесь видно. Это все для зимней рыбалки у нас. Так, смотрим, что здесь. Авторский сторожок от автора для ловли в стоячих или со слабым течением. Ловля со дна без игры. Смотрим. Так. Вот так вот. Ну, такой, я вам скажу, друзья, вижу впервые. Я такого даже не припомню, чтобы я видел в магазинах. Это у нас тоже пойдет для зимней рыбалки. Вот такая вот очень интересный сторожок. Вот такой. Раз, раз. Так что мы это все будем пробовать на зимней рыбалке. Вот. Вон какая еще колебалочка. Легендарная Кита. Лепесток авторский. Ловит там и тогда, где и когда другие отдыхают. Я сохраню даже, Серега, вот эти твои надписи, чтобы потом показать, как отдыхают другие, когда будут отдыхать другие. И будет работать эта блесна. Обязательно я попробую. Дай бог, вода немножко упадет, берега откроются. И мы обязательно, если успеем, попробуем. Не успеем, так это будем пробовать на следующий год. Когда-то же будет все-таки лето у нас, надеюсь. От души. Просто офигенный воблер. От души. Открываем душевный воблер. Вот такой вот душевный воблер у нас.
червячка, серебристая рыбка, хвостик вот отдельно. Вот такой вот воблер. Так, виннер вроде бы написано, вот виннер. Сейчас вот поставлю здесь. Как поставить-то? Вот так вот, наверное, лучше будет видно. Или вот так вот. Так вот делаем. Вот так вот. Офигенный воблер. Мы его тоже будем пробовать. Едем дальше. От чемпиона Украины Юрия Петраша. У вас таких нет. Сейчас мы это посмотрим. Я даже не знаю, что у нас нет. Сейчас глянем. Это чебурашка. Ну да. Таких у нас точно нет. Потому что у нас круглые чебурашки, а это вот такие вот граненые. Каждая грань, я так думаю, будет отражать луч света и в свою очередь приманивать рыбу. Испытаем. И вот чертовые икринки. Зима мормышка, подсадка. Все верно, Серега. Если клюет на окуневый глаз, на такую икринку, я так думаю, тоже будет клевать. Мы это обязательно испытаем, мы это обязательно испробуем. Вот такие вот чертовые икринки. Вот такие. Ну вот и все. Итак, друзья, моя коллекция снастей пополнилась вот такими вот вещами. И я так думаю, что в первую очередь я буду пробовать то, что мне прислал Серега. То есть свои у меня, я немного буду брать, конечно, для запасного. А в первую очередь я испытаю то, что вот Серега мне отправил. И эти испытания будут, долго не буду задерживать они. Как только будет погода, вот сегодня первый день нет дождя. Все поливало. Двое суток поливало беспрестанно. Опять вода прибудет, я знаю. Но в четверг, это так, сегодня вторник, послезавтра ко мне приезжает товарищ с другом. Мы поедем на рыбалку. И вот кое-что уже будет испытано тогда. Что-то, может, я испытаю уже сегодня вечером. Так что, как-то вот так. Сергей, спасибо. Кто смотрит меня, обязательно зайдите на канал Сергея Башко. Ссылочку я дам в описании. Посмотрите тот ролик, который, когда собиралась вот эта посылочка. Очень интересный ролик. Ну и также посмотрите в дальнейшем другие ролики Сергея. Так что, независимо от того, что наши политики срутся постоянно там, тудым-сюдым, то, что мы видим по центральному телевидению, я ему уже в последнее время не верю, так как после ШИЭСа, когда строят такую помойку на всю Европу, можно так сказать, все СМИ молчат, говорят там, что вот там плохо, здесь плохо, плохо у нас на севере, то, что строят такую помойку. Но они строят, но никто об этом не знает. Знают только часть населения, которые так вот через YouTube каналы, через тех, через группу ВКонтакте, средства массовой информации молчат. Так что я им не верю больше. Я верю тому, что я вижу. То, что на Донбассе есть вот такие вот люди, хорошие друзья. И спасибо Ютубу, что мы благодаря Ютубу с такими людьми знакомимся. И виртуальных друзей, которые, ну не виртуальных, это настоящие друзья, просто они живут за несколько тысяч километров, с которыми я не могу встретиться. Ну, по большому счету, я вот так общаюсь на Ютубе. Я, конечно, буду очень рад этой встрече, если Серега ко мне приедет. Я туда навряд ли, конечно, смогу поехать. Ну, навряд ли это у меня получится. Так что, Сергей, я жду тебя в гости. Приезжай, и мы будем пробовать с тобой вместе этих пыздриков, пыздренчиков, твоей снасти. Все это будет пробоваться. Спасибо от души, Сергей. И мне понравилась еще твоя фраза, которую ты в конце ролика сделал. Если я правильно сейчас выражусь, если нет, поправишь. Шо маемо, те маемо. Правильно? Я смысл слов, не знаю, если неправильно понимаю, я, конечно, могу ошибиться, но что есть у меня, то дарю тебе. Что-то такое, наверное, да? Что мое, то твое. Нет? Если нет, то ты меня поправишь.
В любом случае, я тебе тоже отвечу по коме. Уджит атте. Переведу сразу. Большое спасибо. И до свидания. До встречи на реке. До встречи на испытаниях этих снастей, на испытаниях подарка от Сереги. Спасибо от души и до свидания.